Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Сухуми состоялся круглый стол туристической отрасли Абхазии от проблем к возможностям. Философия культуры Олег Домени выступил в Абхазском государственном университете с очередной лекцией спецкурса. Представители Палаты адвокатов заявили отвод судье Сарии Миканба. Продолжается рассмотрение по существу административного иска адвоката Индиго Билая к председателю Палаты адвокатов. Официальная хроника. Приоритетные задачи министерства в преддверии летнего курортного сезона обсудили премьер-министр Владимир Делба с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квицине в ходе рабочей встречи. Лев Квицине также доложил о текущей ситуации с материально-техническим обеспечением подразделений ведомства. Торгово-экономическое сотрудничество Республики Абхазия и Российской Федерации в контексте достигнутых соглашений, а также ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества в области экономики обсудили премьер-министр Владимир Делба с торговым представителем Российской Федерации в Республике Абхазия Залиной Кабесовой. Речь шла также о подготовке к проведению первого международного экономического форума Абхазии «Инвестиции в будущее», который пройдет в Сухуми со 2 по 4 апреля. В парламентском комитете по государственно-правовой политике обсудили ограничения на трудоустройство иностранцев в некоторых сферах. Депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Законопроект упрощает механизм запретов для иностранных граждан на работу в определенных сферах. В данном случае речь идет об оказании услуг такси. Как отмечается в пояснительной записке законопроекту, принятие проекта позволит в дальнейшем при появлении необходимости не вносить изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия, а принимать в установленном порядке соответствующий акт Кабинета министров. В обсуждении законопроекта принял участие начальник Государственной миграционной службы Саид Свинария. По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении на заседании сессии парламента. Члены комитета также обсудили проект закона о внесении изменений в закон о выборах в органы местного самоуправления, направленный на совершенствование избирательного процесса и повышение ответственности кандидатов, и рекомендовали его к принятию во втором чтении на очередном заседании сессии парламента. Проект закона о местном референдуме, рассмотренный на комитетском заседании, устанавливает порядок организации проведения местного референдума. По итогам обсуждения члены комитета не дали положительную рекомендацию для утверждения рассмотренного законопроекта на заседании сессии парламента. В Сухуми состоялся круглый стол туристической отрасли Абхазии от проблем к возможностям. В обсуждении, организованном Советом молодых ученых при президенте, приняли участие вице-премьер Вараздат Минасян, министр туризма Астамур Лого, представители администрации президента, а также представители бизнеса, торгово-промышленной и общественной палат, научного сообщества. Участники представили доклады по вопросам стратегического планирования, цифровизации сервисов и совершенствования профильного законодательства. С подробностями Заур Кварчи. Развитие туристической отрасли, существующие проблемы и пути их решения стали главными темами круглого стола, который собрал на одной площадке представителей власти, науки и бизнеса. Мероприятие прошло в рамках плана работы Совета молодых ученых при президенте Абхазии. Совет молодых ученых – это консультативный орган. Те предложения, которые будут озвучиваться сегодня, я думаю, что к завершению мероприятия круглого стола мы их оформим и будем уже предлагать в администрацию президента, а далее уже, соответственно, это все будет спускаться в Кабинет министров Республики Абхазия. Те доклады, которые будут заслушаны сегодня в рамках работы круглого стола, они все актуальны и соответствуют тому состоянию рынка, которое имеется на сегодняшний день. И тем проблемам, соответственно, и возможностям, уже согласно названию круглого стола, которые имеются в Абхазии. Это данные, которые предоставлены Государственным комитетом по статистике, а также Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия, а также Министерством туризма Республики Абхазия. Есть данные 2025 года, на которые, в частности, мы опирались.
Президент Республики Абхазия, как вам известно, особое внимание уделяет развитию туризма в республике и считает эту отрасль одной из ключевых для создания рабочих мест и передачи нашего культурного исторического наследия. Уверен, что сегодняшнее мероприятие пройдет конструктивно. В ходе круглого стола участники представили ряд докладов, посвященных развитию туристической отрасли. Среди них развитие курортной инфраструктуры, эволюция средств размещения, влияние туристического потока на экономику, а также современные тренды, цифровизация и развитие лечебно-оздоровительного туризма. Отдельно говорили о необходимости стратегического планирования и системного подхода. Для того, чтобы туризм сегодня развивался, необходимо вносить изменения в законодательные акты. Дальше также у нас слабо развитая инфраструктура. Это основная инфраструктура, которая включает в себя организации, предоставляющие туристические услуги. Понятно, размещение, питание, перевозку и дополнительная инфраструктура. Особенно важно развивать дополнительную инфраструктуру, потому что она существенно дополняет и повышает полезность туристических услуг. Ну и, конечно же, сопутствующая инфраструктура. Сопутствующая инфраструктура у нас на сегодняшний день развита в наименьшей степени. Это различные финансовые, банковские организации, которые не могут предоставить услуги на том уровне, как это делается на российском рынке. И, конечно же, российский турист, россияне, которые в основном составляют большую часть наших туристов, приезжая в Абхазию и уже будучи привыкшими к тому, что есть определенный спектр банковских и финансовых услуг, приезжая сюда, они видят, что всего этого нет, и у них возникают такие проблемы, как безналичные расчеты, да, не везде можно осуществлять, и многие другие вопросы, связанные с сопутствующей инфраструктурой. Среди предложений совершенствование законодательства, создание единого туристического портала, внедрение цифровых сервисов и расширение туристического сезона за счет новых направлений и форматов отдыха. Проект представляет собой создание многофункционального культурно-просветительского пространства, которое будет включать в себя 3 ключевых направления. В первую очередь, это, конечно, контент-платформа. Это у нас, получается, циклы публичных лекций, которые будут проводиться по согласованию учеными Абхазского института гуманитарных исследований и, конечно же, приглашенными экспертами. У нас будут открытые лаборатории, встречи с писателями, поэтами и творческой интеллигенцией. Далее у нас это культурный хаб, мини-кофейня, книжный магазин, который будет специализироваться на краеведческой и научной литературе, открытая галерея, выставки для молодых художников и кинофестивали. Еще одна тема обсуждения – уход от хаотичной застройки. Участники предложили внедрить мастер-планирование. Это инструмент, который позволяет развивать территории комплексно с учетом экологической нагрузки, транспортной доступности и инфраструктуры. А при отсутствии единой рамки, единой системы, единого плана, довольно-таки часто одни участки, одни территории перегружаются, другие остаются неосвоенными. А где-то появляется инфраструктура, не успевает за существующим спросом, где-то возникают объекты в недостаточной связи с транспортом, с туристическими маршрутами, и все происходит хаотично, стихийно и нелогично. В результате вместо качественной туристической дестинации формируется набор разрозненных точек притяжения. А мастер-план же может собрать все это в единую систему. Мастер-план, конечно, мы не сможем физически устранить те ошибки, которые сегодня уже есть. Однако мы же планируем дальнейшее развитие, и хотелось бы, чтобы это развитие было последовательным, четким, и нужно было понимать, где какой-то объект может появиться, где его быть не должно. Круглый стол продолжался почти 4 часа. За это время участники обсудили широкий круг вопросов отрасли. В частности, речь шла о текущих показателях, числе объектов размещения, уровне загрузки и туристическом потоке, а также о перспективных территориях для роста. Отдельное внимание уделили совершенствованию законодательства, повышению прозрачности отрасли и налогового регулирования. Считаю сегодняшнее мероприятие очень важным и актуальным, тем более в преддверии курортного сезона. Проделана немаленькая работа
доклады были все на высоком уровне. И правительство со своей стороны, мы будем проводить совместную работу. Все то, что они здесь предлагали, то, что мы услышали, мы будем вместе совместно реализовывать и проводить эту работу. Все предложения и наработки, озвученные в ходе круглого стола, будут обобщены и представлены президенту и правительству для дальнейшего рассмотрения. Заур Кварча, Торник Амичба, Абаза ТВ. Расширенный репортаж с круглого стола о туристической отрасли Абхазии, от проблем к возможностям. Смотрите на Абаза ТВ в ближайшие дни. Глава администрации Сухума провел совещание по раскопкам в исторической части набережной. С целью подробного обсуждения вопросов на совещание в столичную администрацию пригласили археологов, занимающихся раскопками, представителей управления историко-культурного наследия абхазского бизнеса, финансирующего ремонтные работы в этой части набережной. По итогам совещания глава столицы принял решение заказать проект участка исторической набережной с учетом новых обстоятельств. Смотрите материал пресс-службы столичной администрации. В администрации Сухума прошло совещание по раскопкам в исторической части набережной. Первый этап раскопок завершен. Вместе с тем остался ряд вопросов, в частности, какие работы планируются археологами дальше, позиция ученых по дальнейшей реконструкции в этой части набережной и, самое главное, какие изменения необходимо внести в проект реконструкции. С целью подробного обсуждения вопросов на совещание в столичную администрацию пригласили археологов, занимающихся раскопками, представителей управления историко-культурного наследия и абхазского бизнеса, финансирующего ремонтные работы в этой части набережной. Какую часть, на ваш взгляд, набережной еще необходимо раскопать для того, чтобы вы могли полноценно изучить и провести все необходимые работы? Вопрос срочный и горячий, потому как у нас есть тоже определенные сроки для того, чтобы мы завершили реконструкцию набережной. Понятно, что на данном участке заявленные сроки переносятся в связи с объективными обстоятельствами, но нужно, первое, четко понимать, сколько еще времени вам нужно для того, чтобы завершить все работы, и второе, какую концепцию мы выбираем, как будет выглядеть эта часть набережной, какие материалы мы там будем применять, для того, чтобы мы оперативно, совместно с ребятами, которые нам помогают восстанавливать эту часть набережной, приняли решение, разместили там заказы, может быть, это бронестекло там, и так далее, для того, чтобы понять, в какие сроки мы уложимся. Руководитель раскопок, декан исторического факультета АГУ Олег Габелия, поблагодарив администрацию Сухума за всемирную поддержку, подчеркнул, что раскопки должны быть продолжены. Важно изучить все культурные слои на данном участке, сказал он. С самого начала я хотел бы сказать, поблагодарить администрацию города, в вашем лице Константина, который с большим пониманием и поддержкой. Я понимаю, что трактор, один день работает трактор, мы знаем, там в той части Дамаякского мы нанимали трактор, кстати, в дом. Это очень дорого. Это мы понимаем, за это мы благодарны. 3 участка. Мы фактически разделили на 3 участка. Вот один участок, второй участок, в котором мы работаем, и 3-й участок от этой башни до Пингвина. Нам бы хотелось исследовать эта часть, одна часть, и вторая часть, и 3-я часть. Там всего около 2500 квадратных метров. При обеспечении нормальным финансированием, вовремя и так далее, мы за 3 месяца в этой части, 1-я часть, 2-я часть и 3-я часть мы исследуем. Обнаруженные артефакты представляют большую историческую ценность. И сейчас задача грамотно законсервировать участок для того, чтобы набережная не потеряла пешеходную пропускную способность. Среди предлагаемых решений – возможная установка стеклянных поверхностей над важной раскопкой. Тимур Агарба отметил, что реконструкция в исторической части набережной затягивается по объективным причинам, и это не тот случай, когда нужно спешить и подгонять работы к установленным срокам. Историческая значимость мероприятия слишком велика. Максимально эффективно. Это будет очередная точка притяжения наших горожан и гостей столицы, поэтому мы сделали все на высшем уровне, для того, чтобы горожанам это понравилось.
На данном этапе под наблюдением археологов строители будут заниматься демонтажом парапетов, тумб и подготовительными работами для укладки электросетей столбов освещения. По итогам совещания глава столицы принял решение заказать проект участка исторической части набережной с учетом новых обстоятельств. Нет ничего невозможного, все реально. Продолжаем оказывать поддержку проводимым раскопкам и параллельно занимаемся проектированием, сказал глава Тимур Агарва. Как только будет подготовлен проект, его покажут президенту и передадут на рассмотрение городсовета при столичной администрации. Кандидат философских наук Олег Доминя выступил в Абхазском государственном университете с очередной лекцией спецкурса «Философия культуры». Тема лекции «Кто такой современный человек?». Ученый отметил, что современное общество сталкивается с проблемами саморазрушительного поведения людей. Важно понять, кто такой современный человек и почему он поступает именно так. Цель сегодняшней лекции – определить сущность современного человека, сказал ученый. Природа развивалась и развивается, еще поддерживает свое существование по принципу от простого к сложному. Механика наиболее простая, химия наиболее сложная. Если вы обратите внимание, как происходит эволюция науки, то механика раньше всех возникла. Химия, например, скажем, образовалась в XIX веке. Менделеев открыл химию, а биология еще ближе, потому что это очень сложное биологическое существо, тоже очень сложное существо. Да. А социальная форма, мы в конце находимся с вами. Чтобы понять, сколько-нибудь разобраться и ответить на этот вопрос, кто мы с вами, вот в этой аудитории собравшиеся люди, для этого нужно обратить в первую очередь внимание, а кто вообще человек? Что он собой представляет? Почему он себя сегодня так ведет? Он не укрепляет, не утверждает современный человек на земле, а разрушает основы своей жизни. Лекцию Олега Доминя «Кто такой современный человек?» смотрите в нашем субботнем эфире. Алхаз Гургуля взят под домашний арест. В Сухумском городской суд поступило ходатайство УВД по городу Сухум о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алхаза Гургуля, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 106, частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. 27 февраля в отношении Алхаза Гургуля была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 марта. 23 марта Сухумская городской суд под председательством Мадины Чанба отказал в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал Алхазу Гургуля меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 21 апреля. Суд мотивировал свое решение тем, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания Гургуля меры пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время изменились. Информация правоохранителей. Глава МВД Абхазии Роберт Киут лично возглавил масштабные рейды в Гудаутском и Гагрском районах. При поддержке СОБРа 24 марта оперативники выявили 3 факта незаконного ношения оружия. Материалы для уголовных дел уже готовятся. Всего зафиксировано более 270 нарушений ПДД. Смотрите материал пресс-службы МВД. 3 факта незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия выявлено сотрудниками оперативных подразделений Министерства внутренних дел в ходе рейдового мероприятия в Гудаутском и Гагрском районах 24 марта. Рейд проходил при личном участии вице-премьера, министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Киут, его заместителя генерал-майора милиции Беслана Чкадуа. Приказом главы МВД рейд проходил с применением ротации личного состава с дальнейшим распределением по указанным районам. В ходе рейда сотрудники уголовного розыска у 3 водителей обнаружили незаконно хранимое огнестрельное оружие и патроны. Все 3 единицы оружия были изъяты. Собирается соответствующий материал для возбуждения уголовных дел на владельцев пистолетов.
Не у него, наверное. У кого? Разглашение другого представителя. Все это не идет оператор. Рейд проходил при участии сотрудников всех территориальных подразделений оперативных служб центрального аппарата при силовом сопровождении СОБРа. Особое внимание сотрудникам госавтоинспекции поручено уделять лицам, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения. Всего в ходе рейда силами центрального аппарата УГАИ и районных подразделений было выявлено 9 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии. Пристальное внимание руководство МВД поручило уделять сотрудникам силовых ведомств и правоохранительных структур, нарушающим правила дорожного движения и использующим свои служебные удостоверения с целью избежания наказания. Подобное поведение недопустимо. Сотрудники своей ездой и поведением на дороге обязаны показывать пример другим участникам дорожного движения, подчеркивают в МВД. На месте было растонировано более 80 автомобилей, нарушивших правила тонировки ветровых лобовых стекол. Министерство внутренних дел напоминает об административной ответственности за использование подложных государственных номерных знаков. Подобные правонарушения пресекаются на месте, нарушителей привлекают к ответственности. Далее рейд проходил в Гагарском районе. Мероприятие проходило до глубокой ночи. МВД напоминает, рейдовые мероприятия направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения для всех граждан, жителей нашей страны и гостей республики. Всего в ходе рейда 24 марта под личным контролем руководства МВД сотрудниками был составлен 271 протокол об административных правонарушениях. Выявлено 3 факта незаконно хранимого огнестрельного оружия. 9 водителей, пребывавших за рулем в нетрезвом состоянии, лишены права управлять транспортом сроком на 6 месяцев. Их автомобили изъяты и поставлены на штрафстоянку. В Сухуми изъяли нелегальную табачную продукцию. 24 марта в ходе профилактических мероприятий сотрудники Государственного таможенного комитета осмотрели торговый павильон, расположенный на центральном рынке города Сухум и принадлежащий ИП «Сангулия». В ходе осмотра было обнаружено и изъято 140 пачек сигарет различных наименований без марок акцизного сбора Республики Абхазия. По данным Управления таможенной статистики и анализа, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 33 500 рублей. Материалы дела переданы в отдел дознаний и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. Представители Палаты адвокатов заявили отвод судье Саре Миканбе. Тейча Гунава и Кристина Габели сомневаются в беспристрастности судьи Сухумского городского суда и просят исполняющего обязанности председателя суда Милану Джинджоли рассмотреть ходатайство об отводе судьи из этого дела. До этого представители адвокатуры ходатайствовали также закрыть судебный процесс для СМИ, так как личные данные гражданки Ахиба и содержание ее жалобы на адвоката Ингу Габилая не подлежат разглашению. Судья удовлетворила это ходатайство частично. Подробнее Надежда Боровикова. В начале очередного заседания суда по административному иску адвоката Инги Габилая к Палате адвокатов судья Сухумского городского суда Сария Миканбе огласила письмо от исполняющей обязанности председателя Палаты адвокатов Розы Зантария. Ранее суд направлял в организацию запрос на предоставление материалов дисциплинарного производства в отношении Инги Габилая. Палата адвокатов отказала суду в предоставлении документов на данном этапе. Палата адвокатов обязана содействовать правосудию, однако, рассмотрев письмо, считает невозможным предоставление материалов дисциплинарного производства суду, поскольку вмешательство органов государственной власти, в том числе судебных, в деятельность органов адвокатского самоуправления, квалификационной комиссии, неоконченное или незавершенное дисциплинарное производство не предусмотрено законом. Согласно Кодексу профессиональной этики адвокатов, материалы дисциплинарного производства содержат сведения, составляющие адвокатскую тайну, информацию о частной жизни обратившихся с жалобой, персональные данные, разглашение которых невозможно без их согласия и так далее. До момента вынесения окончательного решения материалы дисциплинарного производства не могут быть переданы суду.
После оглашения ответа Палаты адвокатов стороны обменялись мнениями. Фактически получается из этого письма, что председатель уже писали возражения, уже заявляли ходатайство о прекращении дела по той причине, что по мнению Палаты адвокатов не может суд рассматривать. Суд вынес свое уже решение, что может рассматривать дисциплинарное дело. Фактически получается, что адвокатура не исполняет решение суда. Я думаю, что при вынесении результативного решения суд должен дать оценку действиям Палаты адвокатов, и в случае, если установят, что председатель Палаты адвокатов, исполняющий обязанности, не исполняет указания суда, то вынести частное постановление. Это конфиденциальный материал, который не может быть рассмотрен до вынесения окончательного решения при посторонних людях. То есть, если это было бы уже конечным результатом, другое дело, но на сегодняшний день это всего лишь начало, это начальный этап возбуждения дисциплинарного производства, который по закону вообще не обжалуется. Мы считаем, что в данном случае нарушается конфиденциальность, и сама истец способствует тому, что распространяет эти сведения, которые носят конфиденциальный характер, и разглашает сведения, которые содержатся в этом производстве, в том числе и о лице, который доверился адвокатуре и написал заявление, соответствующее заявление, на основании которого сейчас этот процесс инициировала сама истец. Параллельно с судебным процессом Палата адвокатов ведет разбирательство в рамках дисциплинарного производства в отношении Инги Габилая. 13 марта состоялось заседание квалификационной коллегии адвокатов, на котором Инге Габилая вручили документ, согласно которому к жалобе о якобы наличии у нее обвинительного приговора в Российской Федерации приобщены сведения о якобы наличии у нее грузинского гражданства. Истец ходатайствовала о приобщении этого документа к материалам дела. 13 марта состоялось очередное заседание квалификационной комиссии адвокатов, где мне было передано 13 марта жалоба, как сообщили, дополнительная жалоба гражданки Ахиба. Однако я ходатайствую о приобщении в подтверждение того, что этот документ свидетельствует о том, что квалификационная комиссия адвокатов возбудила дисциплинарное производство незаконно, в отсутствие повода, вот это в продолжение моей позиции по делу, как дополнительное доказательство. Ахиба 19 января 2026 года приобщает новое заявление с материалами, никакой жалобы она новой не пишет, и приобщает вот эти новые, известные, ставшие в сети благодаря конфиденциальности Палаты адвокатов, в частности Зандария Розы Платоновны, в сети о том, что Инга Габила гражданка Грузии. Представители Палаты адвокатов высказались против приобщения ввиду конфиденциальности материалов. Истец возразила, что сама жалоба не является конфиденциальной. Это материал конфиденциальный, в открытом судебном заседании мы не имеем права оглашать, называть фамилия, имя, отчество и приобщать такие материалы. У нас судебное заседание не закрытое на сегодняшний день. И на сегодняшний день сама истец, являясь опять же квалифицированным адвокатом, должна понимать, что она еще одну дисциплинарный еще один проступок совершает. Но она этого не хочет, видимо, понимать. Я против этого, пока у нас заседание не закрыто, приобщать эти материалы. В законе перед началом разбирательства все члены квалификационной комиссии предупреждаются о том, что все, что стало там известно, то является тайной. А эти документы, жалоба, дополнение вот, к жалобе, эти документы, которые передаются мне как адвокату. И на них я, никаких ограничений, по крайней мере, найдите мне статью, сошлитесь на статью, где указано о том, что адвокат не имеет права обсуждать в открытом доступе жалобу, на которую подают. Как раз таки в законе так написано, в нашем кодексе, о том, что анонимные жалобы не рассматриваются. То есть человек, который в открытую пишет жалобу, он должен быть готов к тому, что это лицо будет называться. Суд приобщил представленные Ингой Габилай документы к материалам дела. Далее сторона ответчика заявила ходатайство о закрытии судебного процесса для СМИ, так как в суде озвучиваются личные данные гражданки Ахиба и содержание ее жалобы, на что она не давала согласия. Кроме того, представители Палаты адвокатов считают, что истец использует трибуну суда и присутствие СМИ для дискредитации профессионального сообщества. Административный
Административный истец использует судебную трибуну для оскорбления института адвокатуры, называя действия органов самоуправления потугами и заявляя о позоре адвокатуры. Слово «потуги» исключительно использованное истцом в административном исковом заявлении, недопустимо в официальном обороте, носит унизительный характер, что является прямым оскорблением достоинства коллег и руководства палаты. Кроме того, истец перешла к прямым оскорблениям, заявив о позоре адвокатуры. Подобная риторика в присутствии СМИ и посторонних лиц свидетельствует о том, что истец намеренно превращает зал суда в площадку для дискредитации адвокатского сообщества. И это при том, что адвокат должна избегать действий, направленных на подрыв доверия к нему или к адвокатуре. Статья 5 Кодекса. Таким образом, открытость процесса используется не для достижения правосудия, а для целенаправленного подрыва авторитета адвокатуры как института гражданского общества. Инга Габилая высказалась против удовлетворения ходатайства. Суд удалился в совещательную комнату и через 30 минут огласил решение. Ходатайство ответчиков удовлетворить частично. На основании сложного руководства статьями 205-206 КАС Республики Абхазия суд определил: ходатайство представителя административного ответчика Палаты адвокатов Республики Абхазия Габилия Чагунава о проведении разбирательства в закрытом судебном заседании и о запрете видеофиксации процесса удовлетворить частично, провести закрытое судебное заседание в части исследования письменных материалов дела, содержащихся в материалах дисциплинарного производства. Представители Палаты адвокатов заявили еще одно ходатайство, на этот раз об отводе судьи Сарии Миканба. Адвокаты Кристина Габелия и Тея Чагунава посчитали, что судья проявила предвзятость, когда отказалась прекратить производство по делу. По мнению адвокатов Палаты, в своем промежуточном определении суд фактически уже встал на сторону истца, признав законным сам факт оспаривания дисциплинарных процедур. Вопрос о том, что является или акт о возбуждении дисциплинарного производства предметом судебного оспаривания, это и есть ключевой вопрос данного дела. Конституция Республики Абхазия гарантирует право на доступ к правосудию, а не право на обжалование каждого технического или промежуточного документа. Таким образом, административный ответчик считает, что судья Миканба не может рассматривать данное административное исковое заявление, так как при вынесении определения от 24 марта 2026 года дала оценку предмету заявленного административного искового заявления о возбуждении дисциплинарного производства, тогда как данное действие и распоряжение по закону Республики Абхазия об адвокатской деятельности и адвокатуре не подлежат обжалованию, так как это промежуточный, а не итоговый акт. Следовательно, мы считаем, что судья подлежит отводу. На этом заседание было отложено, так как рассматривать ходатайство об отводе судьи будет исполняющая обязанности председателя Сухумского городского суда Милана Джинджоли. В течение суток она должна рассмотреть ходатайство и назначить дату следующего заседания. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Счета за электричество более чем на 5 миллионов рублей уже оплатили через мобильное приложение «Черноморэнерго». Всего с момента его пользователями стали свыше 6 тысяч человек. А 1700 из них уже заплатили за свет, рассказал в интервью «Радио Спутник» начальник управления сбыта «Черноморэнерго» Саид Блабба. Работу системы продолжают оптимизировать, поскольку время от времени происходят ошибки. Специалисты работают над устранением проблем, и мы планируем перейти на стабильный режим работы приложения, пояснил Блабба. Он добавил, что отзывы пользователей положительные. Они рады тому, что нововведение помогает быстро и удобно оплатить счета. Приложение доступно жителям Сухума, Сухумского района и Гудаутского районов, так как там работает система биллинга. Специалисты занимаются подключением Гагрского, а со временем и других районов страны. На это потребуется около 2 месяцев, сообщил Блабба. Он добавил, что пользоваться мобильным приложением могут и те, у кого нет приборов учета. Тогда оплата происходит по нормативному начислению. Конкурс рисунков «Крылья над Сухумом. Мост дружбы» объявил столичный аэропорт. По словам директора по стратегическим коммуникациям Екатерины Скляренко, основная цель – привлечение внимания детей и подростков к работе в воздушной гавани. В конкурсе могут принять участие дети от 7 до 17 лет. Они могут отправлять рисунки по 3 номинациям: аэропорт Владислава Арденба, мост дружбы Россия-Абхазия и небо Апсны. В каждой возрастной группе будут 1, 2, 3 места, еще и с разбивкой по темам. 3 темы, то есть всего будет 27 призеров, уточнила Скляренко.
Работы принимаются до конца этой недели. Победители определят 2 апреля. Из лучших работ в аэропорту организуют выставку. Рицинский реликтовый национальный парк готовится к новому туристическому сезону. За неполные 3 месяца этого года его посетили более 14 тысяч туристов. Пик пришелся на январь, когда парк посетили более 6500 гостей. В рамках подготовки к весенне-летнему сезону особое внимание уделяется обеспечению безопасности туристов, состоянию дорог и других объектов, находящихся на территории. Руководство парка делает все необходимое для обеспечения безопасности туристов. Особое внимание уделяется состоянию дорог и разных объектов, которые в летний период активно посещают туристы, сказал заведующий отделом туризма и экскурсий Итлан Богатели. Началом 2026 года, то есть текущего года, территория национального парка на сегодняшний день посетила чуть более 14 тысяч человек. Это, безусловно, в том числе и детская категория граждан. Конечно, это не полные 3 месяца, это по 20 марта текущего года, где, безусловно, пиковым месяцем этого периода был январь месяц, который связан с продолжительными праздничными новогодними каникулами, которые имеют место быть на территории Российской Федерации, на период которой территория национального парка посетила чуть более 6,5 тысяч человек. Для реализации всех намеченных планов на территории национального парка руководство нашей организации делает все необходимые первоочередные работы. Это работы по обеспечению безопасности для туриста на период нахождения на территории национального парка. Это, безусловно, обеспечение безопасности на дорогах, состояние дорог и многих других объектов, которые принимают на территории национального парка большое количество туристов в летний период и в иные месяцы текущего года. Заехав на территорию национального парка, можно увидеть множество объектов достопримечательности. Это, безусловно, озера, водопады, реки, которые прямо у дороги. Безусловно, из таких основных объектов, которые посещают туристы, гости нашей Абхазии, это водопад Гекский, который находится на территории Черкесско-Полянского заповедника. Далее озеро Рица, жемчужина нашего Западного Кавказа. Конечно, Малая Рица, которая находится в 5 километрах западнее от озера Большой Рица, куда можно добраться только пешочком. Это специально маркированные экологические тропы, которые отдел по туризму при поддержке руководства национального парка благоустроил. Любой турист, желающий, без сопровождения гида-проводника, может самостоятельно проехаться по направлению таких высокогорных озер, как озеро Малая Рица, озеро Нзы, долина 7 озер по направлению перевала Плыв и много-много других интересных объектов, в том числе это Уатхарская долина, Уатхарское урочище, где находится около 20 выходов целебно-минеральной воды. О спорте. Первый международный детско-юношеский турнир по футболу памяти заслуженного тренера Абхазии Родиона Авицба начнется в Сухуми 28 марта. Турнир открывается на стадионе «Динамо». Игры начнутся с 2 часов. Родион Расимович долгое время работал тренером в футбольном клубе «Нарт». Он ушел из жизни в 2019 году, рассказал спутник президент клуба Геннадий Цвинария. В соревнованиях примут участие 8 команд, состоящих из игроков 2016 года рождения. Их разделят на 2 группы. Те, кто займет 1 и 2 места в группах, продолжат выступление в полуфинале. Финал пройдет 30 марта. Помимо местных команд в турнире будут представлены 2 команды из Сочи. Организаторы клуб «Нарт» совместно с Федерацией футбола Абхазии. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 26 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами ночью и утром дождь, возможно гроза, туман. Атмосферное давление пониженное, нестабильное, ветер слабый, умеренный, температура воздуха ночью 4-9, днем 9-14, температура морской воды плюс 11, волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.